Вы смотрите новости Татарстана. В студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. И вначале вкратце о главных темах. Семейная трагедия. Я Наташе сказал, убирайся, это хлам, хватит пьянствовать. В результате ночного пожара в Алексеевском районе погибли сразу 3 члена семьи. О причинах и последствиях возгорания. Рамиль Шайдуллин. Выстрел в лесу, попадание в живого человека. Вроде нет. А вроде есть. Ты стрельни, пока не ушла леса. Вот убедительно прошу, стрельни. Обстоятельства трагедии в Кайбельском районе расскажет Салават Мухаммадулян. Молодежь против коррупции. Вся сфера будет цифровизована. Какие предложения озвучили на республиканском форуме, выслушал Дмитрий Аренин. Сегодня в России отмечают День Героев Отечества. К татарстанцам обратился Рустам Минниханов. Этот праздник учрежден в честь достойных сыновей и дочерей России, верно служивших своему народу и стране. Мусат Джалиль и Газинур Гафиатуллин, Петр Гаврилов и Михаил Девитаев, Борис Кузнецов и Ахтям Сабиров, Ильдус Мастюков и Николай Фролов, Митимир Шаймиев и Газинур Хайруллин вместе с плеядой других героев Татарстана являются предметом нашей гордости, нашим национальным достоянием, говорится в обращении президента. Сегодня президент Рустам Минниханов и государственный советник, герой труда России Митимир Шаймиев на Арском кладбище Казани возложили цветы к могиле героя Советского Союза Бориса Кирилловича Кузнецова. Золотая звезда героя засияла у него на груди в 17 лет за мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной войны. Ветерана не стало 12 ноября, ему было 94 года. Позже Рустам Минниханов и Митимир Шаймиев навестили в Казани героя социалистического труда Ильдуса Мастюкова. В 80-м году он создал единую государственную общевойсковую систему радиолокационного опознавания «Свой-чужой». Президент поздравил Ильдуса Шайхулиславовича и вручил медаль в честь 75-летия Победы. Также Ильдус Мастюков был удостоен благодарности президента республики. Отметим, сегодня Рустам Минниханов подписал указ о вручении медалей «100 лет образования ТАССР», героем соцтруда, полным кавалером ордена Трудовой славы и Герою России. Да, беговой дорожкой, да, гантели. Да, спальные. Сегодня в Татарстане проживает 24 героя Отечества. Среди них 3 героя России, 16 героев соцтруда и 4 полных кавалера Ордена Трудовой Славы и 1 герой труда России. Сегодня они в одном строю возложили цветы к вечному огню. После торжественный прием в Казанской ратуше. Парк Победы, вечный огонь и строй тех, кто пришел почтить память героев Отечества. В этом ряду всегда был Борис Кузнецов, но сегодня первая памятная дата без него. Очень жаль то, что этот год, вот этот День Героев Отечества мы уже отмечаем без нашего героя Бориса Кирилловича Кузнецова. Когда мы говорим о героях России и Советского Союза, конечно, каждый воин, который участвовал, каждый солдат в годы Великой Отечественной войны, он уже герой. Сегодня все герои при параде и со своей историей. Газинур Хайруллин вспоминает 95-й. Тогда их экипаж попал в плен к талибам в Кандагаре. Просто мы хотели домой на свободу и сделали вот это дело. То есть совершили побег. То есть просто очень хотелось домой, на свободу. Гульсина Зантимирова стала героем соцтруда в 33 года. Она строила завод органического синтеза. Я когда это узнала, я очень переживала, плакала, потому что думала, как это так, мне, за что? В зале и герои нашего времени. Иван Павлинов в ноябре из горящего дома спас 3 братьев. Сегодня он в одном строю с теми, на кого равняются и кем гордятся. Если бы это был даже другой человек, я бы все равно как бы его спас. Все равно как бы человек, он должен жить. Я хочу, чтобы слышала ты, как тоскует твой голос живой. День Героев Отечества – один из самых старейших памятных дат и одна из самых уважаемых в нашей стране. И на протяжении более 2 веков всегда есть место подвигу. Алия Хайрудинова, Алмаз Зиединов, ТНВ, Казань.
Сегодня в Москве к памятной дате презентовали книгу Героя России Ильяса Дауди «В круге кундузском». Уроженец Азнакаева служил в Афганистане. Рискуя своей жизнью, выносил с поля боя раненых товарищей под прицельным огнем противника. Ильяс Дауди был ранен и сам перенес несколько сложных операций. Живет в Москве, но никогда не терял связь со своей исторической родиной. Его жизнь сама достойна большого романа. Но он решил сам рассказать о войне в Афганистане. «В круге тунгусском» – военно-исторический роман, основанный на документальных событиях, участниками которых стали 6 парней из разных регионов страны. Будущее только одно. Я и желаю, и в нем не сомневаюсь. Будущее – это кино, фильм. Видели короткого метра, либо полного метра, да, либо сериала, но вижу кино. И убежден, что я в итоге все равно сниму фильм по этому произведению. Судьба подростка и причины трагедии. Следствие сегодня весь день выясняет обстоятельства ночной трагедии в Алексеевском районе. На пожаре погибли 3 человека. Выжил только ребенок. Он проснулся на звук извещателя. Дело на контроле у президента, который назвал произошедшее недопустимым. И вопросов здесь пока больше, чем ответов. Вот что осталось на месте жилого дома. Ночью в райцентре пожар унес жизни 3 человек. Мы услышали треск шифера. Сначала не обратили внимания, потому что был похож на фейерверк. Выскочили, но уже как раз подъехали пожарные. 0 часов 30 минут. Сегодня, 9 декабря, поступило сообщение. По прибытию на место пожара было выявлено то, что уже происходило горение именно задней части жилого дома. А на улице находился именно мальчик, который выбежал именно из помещения. 16-летний подросток – единственный, кто выжил. Скончались его мама, отчим и прабабушка. Соседи говорят, причина трагедии – очередное застолье. Неделю назад пьянствовали. Я еще им пирог принесла, бабушке это угостила. Там она меня благодарила. Я Наташке сказала: убирай все это хлам, хватит пьянствовать. Внутри видно, что основное горение пришлось на жилое помещение. Сгорели мебель, предметы интерьера и даже внутренняя часть двери. Но уже в сенях почти ничего не тронуто. Разве что от жара поплавилась занавеска. По данным следствия, причиной пожара стало неосторожное курение после распития спиртных напитков. По данному факту следственным органом Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». В деле пока много неясностей. Как сообщилось в сводке МЧС, подросток находился в сильном алкогольном опьянении. И, по его словам, вечером он выпивал с родными. Как потом подтвердила прокуратура, в 2018 году семью поставили на учет как неблагополучную. Мама пила, а условия проживания ребенка не соответствовали требованиям. Уже через год женщина прошла лечение от алкоголизма. Дома сделали ремонт и семью сняли с учета. Надзорное ведомство даст правовую оценку действиям либо бездействию органов системы профилактики без надзорности несовершеннолетних. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования. К органам опеки Алексеевского района уже были вопросы следователей, а руководитель даже была осуждена. 2 года назад в приемной семье убили 9-летнюю девочку. Надзорные органы бездействовали, тогда решил суд. Сейчас проверка только начинается. Было бы здорово, если кто-то из ближайших родственников или более дальних родственников взял его под опеку, но если таковых не найдется, то он будет определен в детское специальное учреждение, где проживают дети, оставшиеся без попечения родителей. Пока же парня определили в общежитии при колледже, в котором он обучается. Рамиль Шайдуллин, Данил Филатов, ТНВ, Алексеевский район. Не менее запутанная история в Кабецком районе. Здесь глава сельского поселения застрелил человека, хотя хотел помочь, охотился на лесу. Почему эта история повергла в шок всю республику? Салават Мухаммадуллин с подробностями. Проститься с погибшей пришли десятки человек. Трагедия в семье Валиуллиных многих здесь повергла в шок. Я вообще-то не поверил. Как бы это уже обычное явление в этом. Как бы в Инстаграме же говорят же вот эти шутки. Вот, думал, в такую шутку. А так бы уж потом сам я позвонил. Сын в армии. Только год, говорит, еще месяц только как провожали в армию. А дочка, говорит, учится в 4-м? Нет, в 8 классе сказали, да. Вы, наверное, в шоке были, да? Все... Ой, вообще я до сих пор еще
Никак не могу даже. Диляре Валиуллиной было 38 лет. Трагедия шокировала всю республику. Все началось с того, что семья обратилась за помощью к главе кулангинского поселения Фариту Нигмадянову. В подворье они не раз видели лису. Как следует из материалов дела, Нигмадянов сам устроил засаду на лису. С собой взял ружье. Однако произошло непоправимое. Погибла хозяйка дома. На бомбочки не похож, может, какой посильнее вот это. Ну, потому что 2 хлопка. Прям это громко было. Все произошло где-то здесь. С этой стороны участок, на котором, по словам местных жителей, никто не живет. А вот с этой уже дом Валиуллиных и вот теплица, в которой они зимой хранят кур, одну из главных приманок – лис. Муж погибший сегодня был на эмоциях и не стал рассказывать подробности произошедшего. Позвали просто, вот так получилось. Никто ничего не ожидал. Версию озвучил заместитель главы района. Накануне он встретился с подозреваемым. Супруг, Ренат его зовут. Ну, вот же леса, вот. Это совершенно другая сторона от дома в пустыре. Вот там что-то, какие-то глаза маячат. У Фидаиля был фонарь, он засветил, посмотрел. Вроде нет. А вроде есть. Ты стрельни, пока не ушла лиса. Вот убедительно прошу, стрельни. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство по неосторожности». Это до 2 лет лишения свободы. Увидев за сараем, как ему показалось, лису, он произвел 2 выстрела. При этом ранил в грудную клетку супругу хозяина. Мужчина повез женщину в больницу, однако по дороге она скончалась. Чем бы ни закончилось уголовное дело, эта история стала большой трагедией для 2 семей, а также обнажила серьезную для республики проблему. Лисы атакуют деревни, и справиться с ними жители самостоятельно не могут. В этом тоже есть угроза безопасности. Салават Мухаммадуллин, Адель Миндубаев, ТНВ, Кабицкий район. Атака робота в Иннополисе. Дело только начинается. Почему журналистам рекомендуют обратиться в суд? Читайте в интернет-газете «Реальное время». Сегодня Рустам Минниханов провел итоговое в этом году заседание Клуба инвесторов республики. Как отметили, в связи с пандемией инвестиции сократились во всем мире. В Татарстане падение на 12%, и объем частных инвестиций составил более 300 миллиардов рублей. Уже 5 лет Татарстан – российский лидер по инвестпривлекательности, а активные зарубежные партнеры из Германии, Нидерландов, Турции, Финляндии. Руководству компании Рустам Минниханов сегодня вручил благодарственные письма. Самым инвестпривлекательным муниципалитетом Татарстана стал Нижнекамск. Лучшим республиканским СМИ, освещающим тему инвестиций, интернет-газета «Реальное время». Самым социально ответственным инвестором стал Нижнекамск нефтехим. Научились работать в режиме вот этих разных ограничений. Можно, оказывается, работать. Хотя вот в марте, в конце, в начале апреля мы совершенно не понимали, как, куда движемся, как будем работать. Сегодня это все понятно. Эта встреча прошла в 5-звездочном отеле «Казан-Палас», который разместился в бывшей Шамовской больнице. Сегодня здесь Рустам Минниханов осмотрел новый корпус отеля, пример турецких инвестиций. Как сейчас в Татарстане противостоят коррупции и что еще можно сделать, обсуждали в Казани на Республиканском молодежном антикоррупционном форуме. Какие сферы в зоне риска и с чем борется молодежь, расскажет Дмитрий Аринин. Суть сервиса заключается в том, что каждый пользователь, каждый гражданин города Казани сможет дойти до пункта приема. Студент КФУ Роберт Нагуманов считает, что победить коррупцию в ЖКХ ее нужно оцифровать. Первый шаг – его разработка мобильного приложения. Сервис показывает, где находятся легальные пункты приема вторсырья. Этот проект уже получил от Росмолодежи грант в 1 миллион 200 тысяч рублей. Это может помочь бороться с коррупцией тем образом, что вся сфера будет цифровизована. На данный момент приемщики работают где-то в гаражах, непонятно, как они ведут учет и статистику. Как сообщили на форуме, сейчас сфера ЖКХ вместе с образованием и здравоохранением одна из самых коррумпированных. В этом году в Татарстане выявили более 400 коррупционных преступлений, ущерб свыше 300 миллионов рублей. Это тля, который как ржавчина разъедает не только экономику нашей республики, но и доверие к властям, действующим законам. Это
и расклевает нашу молодежь, которая видит, что кто-то обогащается незаконным методом, способом, и, оказывается, и так можно жить. Молодежь на форуме обозначила проблемы. Нет информации о целевых местах в вузах, непрозрачные процедуры заселения в студенческие общежития, сомнительные зачисления в 1 и 10 классы школ. Например, Солнечная школа 173, год поступления 2020 год, ребенка не взяли в 10 класс по прописке. Конечно, то, что вы сказали, это все очень ужасно, но это не настолько массово, это единичный случай, который, конечно же, имеют место быть и вызывают самые негативные отношения. Когда речь зашла об экзаменах в вузах, активисты предложили рядом с педагогом посадить молодого контролера. Идея вызвала дискуссию. Могли присутствовать на экзамене или зачете, просто наблюдать, честно ли этот процесс происходит. Ваш представитель хорошо знает антикоррупционную деятельность, но плохо знает этот предмет. И участвует там, значит, и с какими полномочиями, с какими правами, мы не знаем. Вопрос дискуссионный. Озвученные на форуме предложения будут изучать профильные чиновники. Возможно, что-то выльется в нормативные изменения, что точно Татарстан и дальше намерен бороться с коррупцией по всем фронтам. Дмитрий Арин, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Сегодня впервые в Алькеевском районе стартовал один из этапов первенства России по водному поло. Уникальный бассейн Лейсан в маленькое село Базарные Матаки перевезли специально по указу Рустама Миниханова. Тогда, в 2015 году, 3 чаши бассейнов после мирового чемпионата по водным видам спорта переехали в районы. Так в Алькеевске появилась не только база, но и выросла своя профессиональная команда. Айгуль Фасахова 12 лет занималась художественной гимнастикой и не могла проплыть и пару метров. Теперь она вратарь самой первой женской команды Татарстана по водному поло. Когда идет атака на нашу сторону, на мои ворота, конечно, мне очень страшно, у меня руки дрожат, но я понимаю то, что надо взять этот мяч, чтобы наша команда выиграла. Спортивная революция произошла в Алькеевском районе 5 лет назад. Тогда, после окончания чемпионата ФИНА, в небольшое село Базарные Матаки по решению Рустама Миниханова перевезли ватерпольный бассейн. Создали мужскую и женскую команды «Актай» по водному полу. В таком маленьком селе, кроме Казани, нет таких бассейнов. И вот только нам, получается, предоставился такой шанс заниматься в таком бассейне. Для воспитания чемпионов международного уровня в глубинку Татарстана специально пригласили тренера из Грузии Александра Георадзе. Сейчас ученики уже зовут его на русский манер – Александр Константинович. А он выучил пару слов на татарском. 2 слова могу сейчас. И совместно могу сказать «здравствуйте». Больше пока ничего. Тренировку начинаем утром, 6:30, заканчиваем 8 часов утром. Потом они в школу. И вечером опять встречаемся с 4 до 7. Каждый день. Когда президент открывать приехал, он сказал, здесь должны быть в этом селе олимпийские чемпионы. Аллах берется, у нас будут олимпийские чемпионы. Вот тот самый бассейн мирового наследия чемпионата ФИНА 2015 года. Эту чашу привезли прямиком из Казани и собрали буквально за считанные месяцы. Сегодня здесь занимаются 300 человек ежедневно. Бассейн стал настоящим трамплином для спортивной жизни всего села. Население 5000, а плавательные дорожки покоряют жителя от 3 до 78 лет. Бассейн красивый, классный. Вода все устраивает, то есть нету ни хлорки, ничего. Очень хороший. Восторг. Очень восторг. Актай из Татарстана уже заявила о своем лидерстве в первый день, обыграв соперников из Новосибирска и Красноярска. Впереди у 18 команд из Пензы, Ростова и Краснодара еще 3 дня соревнований. Сразу после них в игру вступят команды девушек. Наталья Мезина, Марат Зайдуллин, ТНВ, Алькеевский район. Пока это все. Больше новостей в наших аккаунтах ВКонтакте и Инстаграм. Сейчас о погоде. И до встречи. Здравствуйте! В Татарстане установилась морозная и сухая погода. Подробнее об этом чуть позже. Компания «Данил Мастер» работает в прежнем режиме с соблюдением всех правил безопасности. Не откладывайте заказ и радуйтесь своей новой кухне или шкафу-купе уже сейчас. Звоните 2-167-166. «Данил Мастер» с заботой о вас. По данным сервиса Яндекс.Погода, 10 декабря на юго-востоке в Бугульме, во Влах, Азнакаево безоблачно и довольно холодно, минус 14 днем. На северо-востоке, в Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге осадки не наблюдаются, ветер стих, но морозно.
Солнечно будет и в Агрызе, Менделеевске, Актаныше. Здесь также без снега и минус 15. На северо-западе, в Арске, в Кукмаре, Балтаси днем солнечная погода сохраняется, как и отсутствие осадков. Температурный фон пониженный. На юго-западе, в Болгаре, Држаном, Буинске безоблачно, морозно и скользко. Будьте осторожны. Минус 14. Солнечный и морозный антициклон управляет погодными процессами и в Чистополе, в Альметьевске, Мамадыше. Осадки не прогнозируются, станет прохладнее. Хочется пушистого снега, но за окном мороз и гололедица. В пятницу небольшая облачность, но будет холодно. Одевайтесь теплее, берегите себя. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 12 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 39 тысяч операций. Мне уже удаляли грыжу позвоночника. Снова направляют на операцию. Что делать? В «Доктор Ост» позвоночник лечат роботы, без операции. Грыжа сама начинает втягиваться на место. Боль уходит. Запишитесь на прием в «Доктор Ост» за полцены. В Казани синоптики обещают ясную погоду без осадков. Ночью минус 17, днем 13 мороза. Ветер восточный, слабый. Атмосферное давление выше нормы 772 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 77%. В магнитном поле Земли без заметных возмущений. О погоде все. В студии была Лейла Латыпова. Увидимся на нашем канале.